приветствует программа «Новости», в студии Милана Манаева. Здравствуйте. Считанные дни до выборов в депутаты парламента. За оставшие недели мы должны дойти до каждого избирателя. Как республика готовится к избирательной кампании. Живая вода. Для детей-инвалидов установили уникальную систему водоочистки. Национальный оператор связи в народные массы. Мы поддерживаем инициативу главы республики. Республика переходит на Войнах Телеком. Считанные дни остались до выборов в парламент республики третьего созыва. Более 700 кандидатов от 17 партий будут претендовать на 41 мандат. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии Чечни, 8 сентября свои двери откроют 438 избирательных участков. Как выяснила Фатима Магомшерипова, готовятся к выборам не только в ЦИК. Последняя неделя до выборов в парламент. На улицах городов и сел о главном политическом событии напоминают плакаты и баннеры. Между тем, избирком заявляют, что к проведению выборов все избирательные участки уже готовы. С 4 сентября каждый избиратель, у нас их на 651 тысяч на 1 июля, получит приглашение, в котором мы их просим принять участие в выборах. По имеющим у нас сведения прокуратуры и другие контролирующие органы не было ни одной жалобы ни от избирателей, ни от предвыборных, ни от политических партий о нарушении каких-либо избирательных прав и также о нарушении в ходе предвыборной агитации. Выборы в республиканский парламент пройдут в праздничной атмосфере. Танцевальные коллективы и артисты Чеченской филармонии готовят концертные программы во всех крупных городах и районах. Все танцевальные коллективы, в том числе государственный ансамбль «Войнах», государственный ансамбль песни и танца «Нохчо», республиканский ансамбль песни и танца «Башлам», государственный ансамбль песни и танца, детский государственный ансамбль песни и танца «Даймок», в том числе все они тоже принимают участие. Думаю, что в этот день мы, как и всегда, постараемся и создадим праздничный фон. Культурно-массовые мероприятия пройдут на ура в этот день. Голосование в этот день пройдет на 438 территориальных участках. В каждом из них комиссии уже сформированы. В предвыборной гонке принимают участие 17 партий и 774 кандидата. Избирательная комиссия Чеченской Республики вместе с территориальной комиссией, вместе с участковой комиссией, за оставшие недели мы должны дойти до каждого избирателя. Мы должны зайти в каждый дом, довести до каждого избирателя, что 8 сентября выборы в парламент Чеченской Республики. На предстоящих выборах, по данным избирательной комиссии, впервые проголосуют около 8 тысяч человек. Это молодые люди, которым в этом году исполнилось 18 лет. С начала предвыборной гонки в избирательной комиссии работает аналитический отдел, отвечающий за информирование населения. Занимается автоматизацией процессов, происходящих при планировании, подготовке, проведении выборов депутатов парламента Чеченской Республики. Они автоматически размещаются в сети интернет на сайтах избирательной комиссии Чеченской Республики и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Еще одно новшество. В этом году на избирательных участках планируют организовать специальные кабины для инвалидов. Для агитации у политических партий остается 1 неделя, а 7 сентября у кандидатов в парламент наступит День тишины. Фатима Магомшерипова и Мурат Эльбукаев. Новости. В этом году Российская Конституция отметит 20-летний юбилей. Это основной закон государства, на котором базируется все законодательство. Она принята народом Российской Федерации 12 декабря 1993 года и уже 25 числа того же месяца вступила в силу. Продолжение темы в специальном репортаже Алевтины Банадыковой. Чистой водой смываем после кислотных дождей. У почетного гражданина республики на огороде разнообразие фруктов и ягод. А вот на полках настоящий кладезь мудрости. Серождин Селенгериев даже на пенсии не забывает, что в здоровом теле здоровый дух. В свои 67 он точно знает, когда и как надо поливать свой огород. Советы от дачника он дает абсолютно бесплатно. За плечами татарина обширные познания. 2003 год, Ахмад Хаджикадыров, референдум и главный документ страны – Конституция, на которую сейчас и опирается правовая база региона. Команда подготовила тогда проект Конституции Чеченской Республики. В актовом зале Гребенской общеобразовательной школы собралось много людей, жителей, и татары, и русские, все кумы. Ахмад Хаджи рассказывал о значении этого референдума, о том, что Конституция
которую сейчас мы примем 23 марта, она гарантирует нам все права гражданина, человека. Право на труд, право на учебу, право на все. Конституция страны провозглашает, пожалуй, главное равенство каждого человека, независимо от национальности и вероисповедания. Она утверждает права и свободы гражданина, федеративное устройство, состав и полномочия правительства страны, обязательства органов местного самоуправления. Принятая 12 декабря 20 лет назад, она до сих пор остается главным гарантом свобод любого человека нашей страны. Для каждого гражданина закреплены его права там. Имеешь право верить, имеешь право, как я уже говорю, право на свободу. На все имеешь право. И должен чувствовать и обязанности свои перед государством. Не нарушать те законы, которые тебе, как говорится, приняты, чтобы не нарушал ты их. Вот, например, у нас сейчас порядок, восстановился порядок. Люди стали друг другу дружнее, дружелюбнее. Вот мы живем, например, справа чеченцы, слева чеченцы, спереди чеченцы, а там татары, там кумыки. Как говорится, не изолируя, как татары, как татарская семья, а вот все мы друг друга посещаем. На праздники приходят, поздравляют нас. Правовая основа создания Конституционного суда республики заложена в ее самом названии. В соответствии с главным документом региона и принят Конституционный закон. Он позволил 7 лет назад, 21 августа, создать один из главных судебных органов. Строжайшее соблюдение Конституции и нормативно-правовых актов. Вот главная задача, поставленная перед государством. Президент является гарантом Конституции и суд – опора для обеспечения законных интересов граждан. Конституционный суд Чеченской Республики в пределах своих полномочий разрешает споры о компетенции между органами государственной власти Чеченской Республики, между органами государственной власти и органами местного самоуправления и между органами местного самоуправления. Дает заключение о соответствии вопроса, выносимого на референдум Чеченской Республики, Конституции Чеченской Республики. Дает толкование Конституции Чеченской Республики. При этом следует особо подчеркнуть, что Конституционный суд не наделен правом действовать по своей инициативе, по выявлению и устранению нарушений закона, прав и свобод граждан. В противном случае суд бы лишился своего основного признака органа правосудия – беспристрастности и объективности в рассмотрении спора, превратился бы в одну из сторон конфликта. По словам судьи-секретаря Конституционного суда республики Ахмед Бешир Эльмурзаева, за все время существования самого органа дел было рассмотрено не так много. Это свидетельствует о том, что законность в республике не вызывает сомнения у граждан. Конституционный суд региона не наделен правом действовать самостоятельно и лишь решает споры между органами власти. Своим и умышленным действием совершил преступление, предусмотренное пунктом А, Ж, К части 2 статьи 105, пунктом Б части 4 статьи 226 и частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление. Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также использование заведомо подложного документа. Сегодня Верховный суд региона также опирается в первую очередь на основные главы Конституции. Закон сегодня предполагает решение судьбы подсудимого и с помощью присяжных заседателей. Даже здесь гарантом стабильности и законности подозреваемого становится закон. И здесь нет исключений. Этот вот процесс, он не чужд, по крайней мере, чеченскому народу. Фактически этот институт должен народу давать возможность принимать самому решение. Как председательствующий в процессе, я им объясняю все законы, но выводы делают в таких процессах они. И поэтому хотелось бы, чтобы наши жители Чечни к этому процессу относились очень серьезно, понимали, что это большую ответственность на них возлагает. Такие дела. Конституция отличается от законов. Она закрепляет государственный строй, основные права и свободы, определяет форму государства, является базой для текущего законодательства и обладает высшей юридической силой. Суд предупреждает вас об уголовной ответственности за задачу заведомо ложных показаний. Суд разъясняет вам, что в отношении своих родственников и себя показания в соответствии со статьей 51
Конституции мы вправе не давать. Вам понятно ваше понятие? Подойдите к секретарю, распишитесь о том, что я об этом вас предупредил. Конституцию страны признал чеченский народ. Референдум 23 марта 2003 года по инициативе первого президента Ахмада Хаджи Кадырова доказал гарант стабильности любого народа. Конституция с приходом к власти Ахмад Хаджи Кадыров определил главные приоритеты для своего народа. Восстановление прав граждан, возрождение образования, культуры и спорта. Его решимость покончить с военным конфликтом и противостоянием в республике всегда поддерживалась президентом России Владимиром Путиным. Спустя годы Конституция страны и нашего региона остаются основополагающими документами. Конституция – первый закон. Это основной закон государства любого, не только России. По делу был засекреченный свидетель, который давал показания о виновности вот этого подсудимого. Она пришла в суд и предъявила заявление этого свидетеля о том, что его заставили оговорить человека, а весь процесс и все обвинение строилось на показаниях этого секретного свидетеля. Правозащитница Эстемирова буквально спасла этого человека от осуждения, и он был оправдан. Приговор этот устоял в Верховном суде Российской Федерации, и человек был даже реабилитирован. На весах правосудия Конституция взвешивает добро и зло. Поступки, совершенные гражданами. Судьба людей до сих пор зависит от того, какая чаша перевесит. Конституция, которая отметит свое 20-летие, в нашей стране символизирует стабильность и, главное, ответственность. Не только граждан, но и властей перед обществом. Левтина Бонадыкова, Мурат Альбукаев, Муслим Типаев, Ильяс Якубов, Ивах Кантаев. Новости. Сегодня впервые за последние 3 года в республике открыт сезон охоты. В честь этого события в торжественной обстановке состоялась встреча чеченских охотников. Говорили здесь и о новых правилах охоты, о том, что теперь можно и нельзя. Алхазу Керимов. На официальное открытие сезона охоты в лесной массив селения Мелчхи съехались охотники с разных районов республики. Почетный гость этого события Абузейд Висмурадов, оказывающий постоянную поддержку региональному управлению охотничьего хозяйства. يا وطني كوبوش والوياجا شوبوش مش حالس بولنا تصدق إيش داتخيل هو شو إذا فوزان يلا إن شو داخل تسوي بتشو إذا فوزان سائس خيش على الحياة يعني داخل شو نخليت مخيتي وسام مزيد إذا سايبوه شو أحبوبش شو بلا شو تعبوش عندك موجة خاخذ إيش لا سوش شو ورنشي نزل وهذا ضغط كده شين خارج الحدا بتوي دعوة يسدي بوش ده سوى ميل هنش منه دعوة يسدي وإيش ده سوى هندي دين إيش غير يشتغل وين إيش غير له ده سوى نودع يشتغل. Исходя из данных охотничьего управления, в этом сезоне разрешается охота только на хищников, таких как волк, шакал, лиса и натовидная собака. В целях сохранения некоторых видов животных и увеличения популяции дикой природы последние 3 года в республике охотиться не разрешалось. Если для большинства охотников это в основном пора томительного ожидания, то для работников охотничьих хозяйств это период напряженной работы. За последний год выявлено около 150 фактов браконьерства. Подобные правонарушения отныне будут взяты под особый контроль. الموضوع وانا حاول يوضع حاول يوضع يا اخي تنا خابودات سندال ولي ذاك شو لرو وقل بورز بويا يبورز يلا عادات ايميل دعايا قيز ايميل دعايا قيز دير شو شو هاي بيز بريدل سيجدال موضوع ويدات قالوا شو قالوا لي خوش ويد شو يدي خوش دي وين شو ده هو да الموضوع ويه нахищнику охот открытие нишани открытие охотан худодец шани путёк жалюлу решил после 15-го и елочка на циган меча волшот охота ведан иван цун регистрация меча ездил цу хаэл цу определен тёл сметтига цун дикоха эцига охотец деш ше путёк кешса охотец дирдой огор халга вой тидам дебой шега хищник шубер лоя шалкш شو كده انتبهت بيش مسو هون ده شو قشر تعذري قشر ينزمه وتعذري يو إشبارز تخسر خسارة برسنتو ولا زريبي خلشي صدق قين تيش شصت تعذري يلا بعد قيتش يوشر قي
Иш дата его царь бил и борьба лет царевой. Война штахин хок хайна хок вахинах. Хар хилма халирбо хардисер бе войн хума юсрият. Здесь же почетными грамотами были отмечены заслуги защитников природы. Абузаид Висмурадов вручил директору управления охотничьего хозяйства комплект инвентаря охотника. Главный гость открытия сезона тоже не остался без подарка. Ему вручили настоящий охотничий нож. Как признаются сами охотники, любимое занятие давно переросло в нечто более, чем просто увлечение. عوضاً شغل ده مرزله چون قطعه من بالا بود استعمالی دستان گیتسون خواهش ایریاش مستوری آنشکره خواهش دوزه داشت خون نه واسطه بو چند خواهش خیلی شمت خل Открывая сезон охоты, участники устроили соревнования на самого меткого стрелка. Попасть в такую мишень для тех, кто привык стрелять только по живности, задача не из легких. Уже через час определился победитель, которого ждал этот необычный приз. К слову, охотиться может любой гражданин, имеющий единый государственный охотничий билет федерального образца, разрешение для охоты и право на ношение оружия. А за нарушениями тщательно следит управление охотничьего хозяйства. Умей охотиться, умей и о дичи заботиться. Здесь главный девиз. Алхазур Керимов, Ибрагим Париулидзе, Дауд Куруев. Новости. И к другим темам. Сегодня в офисе Департамента внешних связей главы правительства республики прошла встреча Исы Хаджимурадова с детским писателем Виктором Сидоровым. Он приехал из Нижнего Новгорода с подарком для чеченских детей. 900 книг со стихами, автором которых является сам Сидоров. Но на этом подарки не закончились. Виктор Вениаминович привез работы своего друга в подарок главе республики. Это портрет первого президента Чечни, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. По окончании встречи гость вместе с сотрудниками департамента направился в республиканскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей номер 2, и другие детские учебные и дошкольные учреждения для передачи книги в дар. Мне хотелось бы показать им хорошие примеры общения с животными, хорошего отношения к природе, воспитывать в них те добрые качества, которые мы хотели, чтобы были в наших детях, а также на своем примере показать, что любой человек имеет такую возможность делать добрые дела, которые бы шли в пользу развития, дружбы наших народов, населяющих нашу Россию. Сегодня дети, завтра народ. Благотворительная акция под таким названием, приуроченная к столетию известного отечественного писателя Сергея Михалкова, состоится завтра в Грозном. В связи с этим в республику прибыла делегация из Москвы, в их числе супруга покойного писателя. Сегодня они обсудили организационные вопросы с министром культуры Чечни. Напомню, что имя Сергея Михалкова было присвоено детской библиотеке в Грозном в марте этого года. Сейчас она располагается в здании Национальной библиотеки республики. Спасибо вам, что вы помните, спасибо вам, что вы назвали библиотеку. Мы привезли вам очень хорошие книги. Я думаю, что вы увидите. К школе готов. 156 детей из нуждающихся семей сегодня получили свои новые школьные формы. Акцию в преддверии 1 сентября в селах Нижний и Верхний Гирзель и Кошкельды провели сотрудники Министерства труда, занятости и социального развития. Всего в одном Гудермесском районе роздано 600 школьных форм мальчикам и девочкам из малоимущих семей. Подобную акцию реабилитационные центры Министерства труда проводят в различных районах республики. В рамках федеральной программы в реабилитационном центре для детей-инвалидов имени Ибрагима Тарамова установили водоочистительный фильтр, изобретенный российскими учеными. Таким образом, положили начало реализации программы «Живая вода». Центр имени Ибрагима Тарамова был выбран как один из лучших в стране. Акция реализуется при поддержке Министерства труда. Фильтр подарила супруга погибшего при исполнении Ибрагима Тарамова. Первую пробу очищенной воды дети оценили. Планируется установка таких фильтров и в других дошкольных заведениях.
Уже несколько лет подряд жители некоторых населенных пунктов Гудермесского района испытывают серьезные проблемы с отсутствием воды. Живительная влага в домах появляется раз или два в неделю. Воду сельчанам приходится покупать. Подробности в репортаже Зентиса Сламбекова. В администрации села Нижний Нойбир сход граждан. Люди в очередной раз обсуждают наболевшую проблему. Водоснабжение здесь трудно назвать даже нестабильным. Вода в кранах появляется 1 или 2 раза в неделю, и то не во всем селе. Из-за частичной подачи воды жителям Нижнего Нойбира и нескольких соседних сел приходится ее покупать. Так и живут уже много лет. Люди надеются, что их проблема все же решится. Впервые водоснабжение в таких селах, как Нойбир, Гордали, Мелчхи, Кадиюрт и другие, началось с запуском водозабора недалеко от Гудермеса. Его построили несколько лет назад на инвестиционные вложения акционерного общества «Грознефтегаз». Это станция на балансе районного управления Чечводоканала. Специалисты обещают, что водоснабжение в проблемных селах уже скоро будет налажено. Для этого закупается дополнительное оборудование. Нецелевое использование питьевой воды. Что заказано более мощный насос, вот на днях хилиющий насос. И что проблем дома, когда решается. Тем временем в сельских администрациях это решение называют половинчатым. Новое оборудование не сможет обеспечить 7 сел бесперебойным водоснабжением. Одного центрального водопровода недостаточно, уверены в администрации села Нижний Нойбир. Сегодня же необходимый напор мешают обеспечить слабые подземные трубы, потребности водозабора в электричестве, слабое оборудование, а также численность населения. Дугбо бина хинт оснан беркалам то L2 датс беркалам юрто бацан хиба да гачи первое необходимо хумдата. Хинди хину дополнительные линии цаяляха о специалист харкачи хинт юршо мощность линии недостаточно для нас, чтобы нас обеспечить питьевой водой. В администрации Гудермесского района для налаживания водоснабжения ждут реализации программных мероприятий. Муниципальные власти уже подготовили проект водоснабжения сельских поселений. Свой план руководство администрации уже представило Министерство жилищно-коммунального хозяйства, где и должны проводить все работы. Теперь вопрос остается за финансированием. Заложено там 12-15-16 годы качественно улучшить все виды коммунальных услуг населенных пунктов. И тогда вода у нас пойдет. И две линии, нижняя ветка и верхняя ветка. Эти населенные пункты будут обеспечены так водой. Потом мы должны подключить туда еще одно селение, которое сейчас не обслуживается этой магистралью. Это селение Хошкельды. Вместе с этим сегодня руководство администрации призывает людей использовать воду рационально. В этом случае обещанное новое оборудование на водозаборе, возможно, себя и оправдает. Его установкой в ближайшее время обещают заняться представители Чечводоканала. Зендис Асламбеков, Ибрагим Налаев. Новости. И продолжаем. Жительница села Брунское обратилась к главе республики. Женщина посетовала на условия своего проживания. В ходе реконструкции в Шелковском районе в доме Зинаиды Константиновны заменили двери. Теперь после визита комиссии будут проведены и внутренние работы. Зинаида Константиновна, 86 лет, труженица тыла. Живет одна в собственном доме в селе Бурунское. Снаружи дом отделан и на фоне других выглядит неплохо. Однако стоит зайти внутрь, и картина меняется. Где вы спите? Здесь? Он здесь. Вот здесь спите? Вот здесь. Месяц назад в рамках программы реконструкции села в Бурунском построили мечеть, отделали 2 административных здания и выбрали дома для улучшения жилищных условий. Зинаида – счастливый участник программы. И хоть женщина почти не слышит и говорит с трудом, но когда двери в ее полуразрушенном жилье меняли, радость скрыть не могла. Отправляемся на место с представителем ведомства и главой местной администрации. Здравствуйте. Давайте посмотрим внутри дома. Внутри дома посмотрим. Отделочные работы сделали за неделю. Поменяли крышу, двери и установили новые окна. Заходим внутрь. Женщина живет одна в этом двухкомнатном доме. Комнаты завалены барахлом. Провода оголены. Ремонтные работы как начались, тут у нас улучшение жилищных условий.
Это труженика тыла, известная Жена Константиновна. Тут крыша железную сделали, окна пластиковые. Представители администрации утверждают, что и так собирались заняться внутренней отделкой помещения. Просто не все сразу. Работы в поселении много, нужно научиться ждать, а не писать обращения и жаловаться на всю республику. И хоть женщина не слышит то, о чем мы говорим, такое ощущение чувствует, что мы хотим ей помочь. По обращению, СМС-обращению, что я могу сказать? Внутри дома вы сняли, вы видите картину, и мы договорились со строительной организацией, поговорили с домовладельцем, женщиной, поговорили с главой администрации села и пришли к выводу, что действительно мы здесь внутри произведем работы. За работу примутся уже на днях. Каковы будут результаты, узнаем чуть позже. В рамках программы реконструкции Шилковского района особое внимание уделяется и отдаленным от центра поселениям. Елена Генералова, Мурат Эльбукаев, Тимур Саратов. Новости. Чечня переходит на национального оператора мобильной связи. В последние дни в офисах Вайнахтелеком за сим-картами выстраиваются целые очереди. Количество проданных номеров уже исчисляется тысячами. И это, как выяснила Элина Халидова, еще не предел. Акция чеченских байкеров стартует от главной достопримечательности столицы – мечети сердца Чечни. Своим мотопробегом по Грозному дикая дивизия решила поддержать решение главы региона – перейти на обслуживание национальным оператором сотовой связи Вайнахтелеком. Муса Цинцаев – один из любителей прокатиться с ветерком. В дикую дивизию байкер вступил в 2007 году, когда мотоклуб только начинал свою работу. Участвуя в этом конкурсе, отправляя смс-ки день и ночь, можно сказать, когда наши смс-ки не доходили, и это было очень глубокое возмущение. Мы общем решили буквально вчера проявить солидарность также с главой республики и поменять сотовых операторов на Вайнахтелеком. Мотопробеги в поддержку главной святыни Чечни в мультимедийном конкурсе «Россия-10» байкеры проводили несколько раз. Итогами второго тура, как и все, кто голосовал за сердце Чечни, они категорически не согласны. В знак протеста против операторов связи Билайн и Мегафон, которые не смогли обеспечить достойную связь, в самые решающие последние часы голосования байкеры длинной колонной направляются к офису Вайнахтелеком. Теперь они еще и идейные абоненты национального оператора. Mesela çok üye zaten mikrofonu bilen var. Çünkü tağın kus hada Kanada mulamaz so belki hayvana sim kart çıkıysan üç şu diyor ki hiç çok regionalne صوت оператор ثاني بابي بوشتو ой чуаду сырду масара духшлек шадеги ой чуаду сырду мы поддерживаем инициативу главы республики. Меньше чем за 2 суток тысячи жителей республики перешли на регионального оператора связи. В свою очередь представители Вайнахтелеком обещают своим клиентам бесперебойную связь с выгодными условиями. Элина Халидова, Ильяс Якупов и Рустам Саламов. Новости. В эти часы завершился матч 7-го тура чемпионата России по футболу 2013-2014 года. На Ахмат-арене сошлись грозненский Терек и махачкалинский Анжи. За игрой наблюдал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Кавказское дерби началось под бурную поддержку болельщиков. К слову, таковых было немало и с командой из Дагестана. Острые моменты возникли у ворот обеих команд, однако первыми отличились гости. Ну а ближе к концу матча игроки Терека проявили бойцовский характер, что принесло свои плоды. На 85-й минуте за фол против Кану ворот Анжи был назначен пенальти 11-метровый. Уверенно реализовал Аилтон Алмейда. Встреча завершилась счетом 1-1. И последняя радостная весть пришла сегодня из Праги. Жеребец Катмилу из конюшни главы Чеченской Республики выиграл в столице Чехии скачку первой группы. На дистанции 1400 метров скакун финишировал первым. Это уверенная и достойная победа для России. У меня на этом все. Прощаюсь с вами до понедельника и желаю вам приятных выходных.